Привет, снова с вами Паша Глобус. Я сегодня поработаю немножко журналистом на Cactus Media, если это можно, если разрешат. И хочу напомнить одну историю, про которую Cactus Media писал в апреле месяце, о том, как один из путешественников, который шел на рекорд, как самый молодой человек, посетивший все страны мира, Оскар из Испании, столкнулся с проблемами медицинского характера здесь, в Бишкеке, и когда его не могли нормально вылечить, ему пришлось прервать свое турне и улететь в Барселону, чтобы долечиться. И сейчас Оскар, как вы видите, снова с нами сидит. Что ты делаешь здесь, в Бишкеке? Bueno, estoy esperando mi visado para ir a Turkmenistán, pero no sé cuándo voy a ir porque me he enamorado un poquito. Он говорит о том, что он сейчас вернулся в Бишкек и ждет здесь свою визу в Туркменистан, но не знает, когда он туда поедет, потому что он влюбился в девушку из Бишкека. Сразу после прилета из Бишкека в Барселону его забрала скорая помощь в больницу, наблюдали 2 недели, очень активно каждый день, когда уже поняли о том, что инфекция проходит, в течение месяца нога полностью восстановилась. Единственное, насколько я понимаю, Оскар ходит сейчас в повязке на эту ногу, чтобы не попадало солнце, потому что это опасно. No estás enamorada ahora. ¿Qué quieres saber? Ella de aquí, de Bishkek, de Kirguistán. No está aquí, está... ¿Cuánto tiempo estás aquí? Yo casi, ya llevo más de 3 meses en total. No es en total. Por la segunda vez, ¿cuánto tiempo estás aquí? Desde que volví a España, Sí. 2 meses, sí. Оскар уже 2 месяца находится здесь, он достаточно быстро восстановился в Барселоне и 2 месяца уже в Бишкеке. И всему вина как раз именно любовь. Девушка отсюда, из Бишкека, из Кыргызстана. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Жика. Жика. Она сидит напротив нас, но не хочет показывать. Садись. Вот, знакомьтесь, нас теперь 3. Оскар и Жика. Жика, расскажите, как вы познакомились? Получается, я сама как бы 5 лет жила в Италии и долетела сюда, в Бишкек, и сходила. Ну, как есть такое приложение на телефоне, как Couchsurfing, и вот вышла. Там познакомилась, были туристы. Как-то вначале он мне не понравился, не очень на коучсерфинге вы, наверное, пошли на общую встречу, да, для того, чтобы познакомиться. И так познакомились. Да. И после обменялись номерами, он мне на следующий день написал, давай встретимся, встретились, пошли в кафе, и вот так начали общаться. Потом ему пришлось покинуть Бишкек, он должен был уехать в Афганистан. И с Афганистана в Таджикистан, то есть Таджикистан, после Афганистана, потом он решил обратно приехать сюда, чтобы встретиться со мной. А на каком языке вы общаетесь? Мы на итальянском разговариваем. Почему так? Ну, как бы испанский и итальянский, они очень сильно похожи. Изначально, когда мы познакомились, мы на английском общались. Но он говорит, он мне сказал, ты можешь меня научить, пожалуйста, итальянскому языку и так далее. И сейчас он, в принципе, свободно разговаривает на итальянском. Ну, мы пока ничего не знаем, потому что я тоже собираюсь путешествовать. В октябре я собираюсь в Испанию. Возможно, мы встретимся с ним в Испании. Если он будет в этот момент там. Да, ну сейчас как бы он планирует туда поехать, он хочет навестить свою бабушку, потому что у него бабушка очень сильно болеет. И вот мы как бы уже с родителями знакомы, через видеосвязь познакомились, да. И сейчас он хочет познакомиться с бабушкой. Как бы я бы хотела поехать, как бы навестить, познакомиться, то есть это точно. Оскар, dime por favor, ¿qué piensas sobre medicina aquí en Bishkek? Я спросил о том, что он думает про медицину здесь, в Кыргызстане, в Бишкеке. ¿Cómo tengo que ir a saco? No, ¿qué tú piensas sobre doctores y sobre hospitales? Bueno, mi experiencia no fue buena. Básicamente sentía que todo el mundo quería quitarme el dinero, pero ninguno se preocupaba por la herida realmente.
Y entiendo que la situación no es buena porque tengo amigos que son doctores y que entiendo que el salario no es bueno y que se tienen que preocupar por ello, pero quizás es más parte del problema del sistema que no del doctor en sí, que necesita preocuparse por eso, y con un buen sistema sanitario, un buen salario, solo se preocuparían de ayudar. Оскар говорит о том, что он, конечно, понимает о том, что ситуация здесь достаточно критическая, достаточно плохая, и нет больших зарплат у людей, но здесь больше не заботились не о его здоровье, а о том, как заработать на нем денег. Вот единственная и главная проблема, которая мешает нормально восстановить здесь здоровье, поэтому пришлось вернуться в Барселону. Y también me sorprendió que gente se preocupara, porque a lo mejor esto en España, en otros sitios, como a que le den por culo y se vaya a preocupar. Deje de quejarse aquí, pero gente pues... Да. Он говорит о том, что он прочитал все комментарии, о том, что ему было очень приятно, о том, что столько людей заботятся о его здоровье и дают рекомендации, что это очень теплый прием.